Седьмой международный турнир по вольной борьбе на Кубок главы региона собрал более 200 участников со всего мира. Среди них представители Болгарии, Украины, США и многих других стран. Кроме этого, понаблюдать за схватками прибыли и именитые спортсмены, в том числе чемпионы Олимпийских игр. Как говорится, результат налицо. Приехали достойные спортсмены, приехали чемпионы мира, чемпионы Европы выступают. Я знаю, что ребята сюда приезжают с удовольствием, потому что в сегодняшний день в Чеченской Республике очень сильно поддерживают спорт, любят спорт. Хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить главу республики Рамзана Ахматовича Кадырова, правительство республики за огромный вклад молодежи и развития спорта в республике. Организаторами турнира выступили Международная федерация объединенных стилей борьбы, Федерация спортивной борьбы России, а также правительство Чеченской Республики. В качестве почетных гостей немало и представителей федераций по другим видам спорта. Качество выступления очень высокое. Я думаю, что Чеченская Республика в этом плане в быстром будущем завоюет позиции. Думаю, что может быть и первое для России, для мира. Реально развитие спорта зависит от руководителей, которые стоят на местах. В данном случае я бы особую значимость отметил бы Рамзана Кадырова, потому что он любит спорт, знает, понимает. И самое главное, что он знает нутро спорта. Особый гость турнира Рамзан Кадыров, человек, благодаря которому спорт в регионе вышел на самый высокий уровень. Мы сегодня седьмой раз собрались в нашем олимпийском зале, и это турнир стал не только любим для города, для Республики России и, можно сказать, международный. Сюда приезжает всяких стран мира спортсмены, чтобы представлять свое государство и победить на этом турнире. Мы желаем всем спортсменам удачи и уверен, что человек, который от души тренировался, трудился, болел и является патриотом, то он обязательно выиграет. Я могу заверить наших борцов во главе президента Федерации вольной борьбы, нашего легендарного, многоуважаемого, одного из лучшего борца в мире, что мы будем оказывать всяческую помощь. Сегодня я только приехал, я выбил из бюджета 10 миллионов до конца года, и на следующий год 50 миллионов рублей денег я выбил в этом году. Это замечательно. Я говорю с Федерацией вольной борьбы России, что будем делать все для того, чтобы наше молодое поколение, которое видело только все плохое и не было условий для того, чтобы показать, на что мы способны, делать все для того, чтобы их поднять на новый уровень, чтобы они равнялись нашим многоуважаемым спортсменам. И сегодняшняя элита вольной борьбы, которая здесь находится, это и есть пример для того, чтобы прославить нашу любимую державу России. Я Войса Сайтиева очень уважаю и говорю, он исключительно золотой человек, это действительно. И от всех нас, друзья, любители вольной борьбы, я хочу вручить ему ключи от машины Мерседес. Чеченскую сборную представили 35 человек. Сегодня состоялись 4 финальные схватки, по итогам которых определились имена победителей. В их числе наш соотечественник Ахмед Батаев, выступающий в весовой категории до 97 килограммов. Ахмед Батаев, Чеченская Республика. После 5 жестких и зрелищных схваток Ахмед Батаев одерживает победу. Говорит, что очень серьезно готовился к этому турниру. Много времени провел на сборах, так как понимал, что соперники будут непростыми. Да, турнир выиграть, я очень сборная готовится один. Делаем первый не столица. Алхамдулилlah, лидерис алудар масана турнира участвовать динчана турнир инчана. Да, это было алудар сумасели. Турнир завершится уже завтра, тогда же будут разыграны еще 4 комплекта медалей. Победители были награждены и денежными премиями. Аза Исаева, Ильяс Цакаев, при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.